Здравствуйте, уважаемые слушатели видеокурса. Меня зовут Нуридин Раков. Я юрист и один из разработчиков методики оценки государственных программ и законов, который Джордж Кенеш принял в 2019 году. Мы подготовили видеокурс из 5 выпусков, где расскажем о парламентской оценке и о том, как ее проводить. Сегодня я расскажу о правовых основах проведения парламентской оценки. Если коротко остановиться на функциях парламента, то можно выделить три основные функции. Это представительская, законодательная и контрольная. Если говорить о регламентации, то в работе Джордж Кенеша больших вопросов с первыми двумя функциями нет. Но при этом в законодательстве Кыргызстана отсутствует четкое комплексное определение парламентского контроля и основные понятия, связанные с его осуществлением. Сущность данного правоинститута не раскрыта. В законах отсутствуют нормы, регулирующие такие важные базовые составляющие парламентского контроля, как объект, предмет контроля, основания проведения парламентского контроля, а также ответственность за несоблюдение и неисполнение законодательства со стороны подконтрольных органов и должностных лиц. Такой подход к правовому регулированию может привести и, как часто показывает практика, приводит к возникновению различных правовых коллизий и конфликтов в процессе его применения. Контрольная функция, пожалуй, одна из самых важных, значимых, но тем не менее, на наш взгляд, обойденных вниманием с точки зрения методологии, с точки зрения снабжения этой контрольной функции парламента определенными инструментами для того, чтобы она могла реализоваться не только в рамках политического контекста, но могла применяться понятным, очевидным для общества, для различных институтов способом. Давайте разберем понятие контроля и мониторинга на простом примере. Представьте себе родителя, который смотрит исключительно оценки в дневнике ребенка без изучения причин, из-за которых ребенок, допустим, получил плохую оценку в школе. Затем либо его наказывает, либо, наоборот, поощряет. И это и есть классический пример именно контроля. Но если родитель постоянно отслеживает успеваемость ребенка, анализирует причины, по которым ребенок получает ту или иную оценку, допустим, в школе, и лишь после этого делает выводы, а вместо наказания помогает ребенку исправить ошибки, это и есть мониторинг и оценка. Сущность парламентского контроля заключается в том, что у депутатов есть возможность осуществлять контрольную деятельность в отношении органов исполнительной власти, их должностных лиц, иных лиц с целью установления соответствия их деятельности требованиям нормативных правовых актов, принятых парламентом. Конституция Кыргызской Республики закрепила достаточно широкий перечень форм парламентского контроля. Помимо основного закона, отдельные формы парламентского контроля закреплены в законах о порядке осуществления контрольной функции Джордж Кенеша Кыргызской Республики, о регламенте Джордж Кенеша, о статусе депутата Джордж Кенеша Кыргызской Республики, о нормативно-правовых актах, таких профильных законах, как о счетной палате или о противодействии коррупции. В 2016 году Джордж Кенеш принял стратегию развития Джордж Кенеша до 2021 года. Документ стал основой для развития системы парламентского мониторинга и оценки. Нынешняя ситуация в Кыргызстане требует от законодательного органа своевременного реагирования на качество и полноту реализации законов и решений, а также отслеживания результатов реализации государственных программ. Устоявшиеся формы парламентского контроля не в полной мере, на наш взгляд, используют современные методы анализа, не всегда обеспечивают комплексный подход в понимании того, как принятые законы государственной программы воздействуют на общество. Сложившаяся практика реализации контрольных функций дает формальные результаты. Между тем, для эффективного государственного госуправления, конечно, необходимо всесторонне изучать различные аспекты реализации законов, опираясь на данные, учитывающие разнообразные факторы. В 2019 году по поручению Комитета Джордж Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рабочая группа по мониторингу и оценке законодательства в сфере правопорядка разработала проект методологии оценки исполнения законов. Методология была опробирована на разных законах, таких как о профилактике правонарушений или об охране и защите от семейного насилия. Похожая работа проводилась в другом комитете, в социальном комитете, где методика оценки была опробирована на законе о государственных пособиях.
Последующие результаты оценки послужили основой для разработки уже единой концепции и методологии парламентской оценки для всего Джорджкенеша. Объектами оценки здесь становятся не собственно законодательные нормы, а результаты реализации этих норм, достижение целевых показателей и индикаторов в различных отраслях и сферах нашей жизни. С переходом на такую модель парламентской оценки мы уверены, что укрепится связь между Джорджкенешем и обществом, поскольку граждане могут видеть, да, результаты этой работы и, в принципе, сами участвовать в этой оценке. В наших следующих видео мы расскажем более подробно о разнообразных методиках парламентской оценки и об опыте их применения в Кыргызстане. До свидания.